إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь Фадаилу Зиль-Ки'да, достоинство месяца Зиль-Ки'да. Итак, расскажем про этот запретный месяц, достоинство этого месяца, также Фадль Амали Соля фил Ашхур Хурум, также достоинство деяний запретные месяцы, Тазиму Дунуби Фисаиль Ам, также как Аллах Субхану Ва Та'аля сделал, то есть опасным делом Аллах сделал, что грешить целый год и тем более запретные месяца. Также расскажем коротко вам о достоинстве месяца Зиль-Ки'да. Также расскажем, что сунниятуль умрати фи шахри Зиль-Ки'да, что является сунна делать умру месяц Зиль-Ки'да. Аллах говорит нам в Коране, дорогие верующие, Аллах нам сообщает в Коране, Коран пришел нам, принося радостную весть. Также Коран нам пришел, предупреждая нас, как он пришел радостной вестью. Те, кто будет следовать за Кораном и Сунной, им будет радостная весть, рай им будет, довольство Аллаха, милость Аллаха будет. А тот, кто оставляет Коран и Сунну, отворачивается от них, им будет что? Уповещание. Мунзирин, Аллах сказал, Аллах послал, уповещая пророку Аллах послал. Чем? Наказанием Аллаха, быть может, в этом мире бывает наказание за многобожие, за неверие. Бывает наказание в этом мире, а бывает наказание после смерти. Это самое страшное после смерти, то, что сообщается нам Аллаху, его посланникам. И Аллах нам сообщает теперь о времени, о месяцах. Сурат Ат-Таубе, 36 аяте. «Инна иддата шухури инда Аллахи 12 шахра фи китабилlah. Йома халака ас-самавати вал ард. Минха арбаату хурум. Залика ад-дину ал-qayyim, фала тазлиму фихинна анфусакум. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة». Аллах сказал таким образом, дорогие верующие. Поистине, месяца у Аллаха, Аллах сказал в Коране, «Инна иддата шур», сколько месяцев у Аллаха, его книги, 12 месяцев. Не от нас это знание, от Аллаха самого. Аллах нам дает знание, что 12 месяцев есть в году. Фи китабилля, с тех пор, как Аллах создал небеса и земли, 12 месяцев. И у них есть свои имена, дорогие верующие. Минха арбаатун хурум, Аллах сказал, из этих месяцев 12, 4 запретные месяца. И мы должны остерегаться, грешить в этих месяцах. Мы должны стремиться больше добра сделать в этих месяцах, дорогие верующие. И дальше говорит Аллах, «Залика дину ал-qayyim». И оно является ценной религией. Величественной религией является придерживаться запретам Аллаха, законам Аллаха придерживаться. Коран и Сунне придерживаться является, дорогие верующие. «Фаля тазлиму фихинна». Не делайте притеснения, зульма ни к себе, ни к другим. И именно эти 4 месяца Аллах еще выделил. Общим Аллах запрещает зульм, несправедливость Аллах запрещает к себе и другим. А тем более эти 4 месяца Аллах запрещает, дорогие верующие. И Аллах говорит, «Вакатилу мушрикина каффатан». Борьтесь против многобожников, когда они объединяются против вас, и вы тоже объединяетесь против них, как они объединяются против вас, как в других аятах Аллах сказал, «Фа'таду алейхи бимитли ма'тада алейкум». Борьтесь против них, как они борются против вас, как они нападают на вас и атида делают, так же вы тоже делаете, сказал Аллах Субхану Ва Та'аля, иначе не лечится. Тиран не успокаивается, пока не объединятся. Тиран не успокаивается, пока не объединятся. Если не объединитесь, они вас просто схлопают, съедят просто-напросто. Итак, дорогие верующие, «Кама юкатилунакум каффа», Аллах сказал. Итак, и Аллах Субхану Ва Та'аля нам дал ночь, и ночью Аллах создал луну, светящую специально, и Аллах создал день,
и день приходит солнцем. И Аллах создал специально для нас звезды. И посланник, саллаллаху, сказал в хадисе, звезды созданы для 3 случаев. Одна из случаев – разукрашивая небеса для нас. Маша Аллах, как красиво бывает, когда звезды светят. И также звезды для пути, чтобы человек узнал, куда надо ехать. В то время люди узнавали пути через звезды. Также шихаб кидает шайтану после того, как пророку, саллаллаху, или до того, как Аллах послал пророку, саллаллаху, пророчество, Аллах, субхану ва та'аля, защитил небеса от джинов и шайтанов, чтобы люди не смешали вахи с батилом шайтаном, с откровением шайтаном, чтобы люди не смешали. Защитил Аллах от джинов и шайтанов небеса, чтобы люди потом не говорили, что это от шайтана. А вахи Аллах, субхану ва та'аля, приготовил для вахи небеса и землю приготовил, арабский полуостров. И сердца приготовил Аллах, субхану ва та'аля, для откровения Корана и Сунны. Сердца кого? Самых чистых людей. Самых чистых. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Затем кто? Возле пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, Аллах приготовил для этого откровения самых чистых. Готовы были отдать все. Все то, что ценное, сподвижники, радиллаху анхум, тоубу делали. Вот настоящие мужчины. Мужчины делают тоубу, покаяние. Когда они узнают истину, они делают покаяние. Это настоящие мужчины, настоящие чистые сердца. Они готовы были убрать многобожие. То, что они насладились когда-то это многобожьем, они узнали, это ложь является дьявола. Они очистились, дорогие верующие. Итак, дорогие верующие, Аллах Та'аля, Аллах сделал, как мы сказали, 4 месяца запретных. И посланник, саллаллаху, объяснил нам, и сказал он, «Анна талата мутавалия». 3 месяца подряд идут запретные. Какие из них 3 месяца подряд идут? Посланник, саллаллаху алейхи, перечисляет нам в хадисе Бухари Муслима, «Инна замана кад истадара». То есть время чередуется каждый раз, сказал посланник, саллаллаху алейхи. «Кахай от йома халак Аллаху самавати вал ард». Подобие тому, как Аллах создал небеса и землю, с тех пор опять крутится. 12 месяцев из них, сказал посланник, саллаллаху алейхи, году. И минха арбаатун хурум. Из них 4 запретные месяца. 4 запретные. Талятатун, сказал посланник, саллаллаху алейхи, мутавалият. 3 подряд идут запретные месяцы. Какие из них, в которых мы сейчас находимся? Зуль-Ки'ада, Зуль-Хиджа, Мухаррам. Запретные 3 месяца. Раджаб, сказал посланник, саллаллаху алейхи, отдельно он сказал, Раджаб мудар, он сказал, аллади байна джумади ва ша'бан. Между месяцем Джумади и так Ша'баном находится месяц Раджаб, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Причины запретности, почему, дорогие верующие, и почему Аллах так возвеличил, то есть Аллах считает опасным, чтобы грешить в эти месяца. Грешить, некоторые понимают, грешить, а я грех не делаю. Но ваджиб ты не исполняешь, это тоже большой грех, брат. Ваджиб ты не исполняешь, не просишь прощения своего брата, не помогаешь близкому. Ваджиб не исполняешь. Посланник, саллаллаху алейхи, нам сказал об этом, чтобы мы сохраняли эти месяца. И Ибн Аббас, радиллаху анху, как он понимал, смотрите, хадис марфу сказано, валякин ла ясиху рафху, одни сказали. Ихтассаллаху арбаат ашхур. Аллах определил 4 месяца и сделал их запретными. И возвеличил, сделал опасным грешить в эти месяца. Сказал Ибн Аббас, «Ваззамбу фи а'зам», грех больше там, чем исполнение или добрых дел. «Ваджа'аль амаль салих ва аджр азим». И также сделал добрые дела в эти месяца, сделал великим делом. И сказал Кааб, радиллаху анху, что сказал нам Кааб? Он сказал, «Ихтар Аллаху замана фа ахабба ила Аллахи ашхур харум». Аллах выбрал время, и выбрал в это времени именно 4 месяца Аллах выбрал. И сказали, почему суммият хараман ли тахрим аль-китали фиха. И также, почему не запретные 4 месяца? Запрещена война. Многобожники, говорят люди, отсталые времена, средневековье, да? Те времена многобожники оставляли войну. Сегодня оставляют? Да вы далеко от этих многобожников даже у некоторых сегодня религий. У некоторых религий сегодня далеко, чем у этих многобожников.
До такой степени. Итак, дорогие верующие, тафсир веды, ученые тафсира, они сказали: великая награда бывает в месяца запретные. Также он сказал: также зульм, несправедливость больше становится в эти запретные месяца, они сказали тафсир веды. И не привели аят: не делайте притеснения никому эти месяца, было сказано Аллахом в суре Таубе. Итак, сказали также тафсир веды: все эти 4 месяца зульм харам, запретно, дорогие верующие. Итак, дорогие верующие, имам Табари что нам говорит? Дамир фигинна имеется в виду в Коране, возвращается имам Табари, говорит, 4 месяца. То есть берегите эти 4 месяца, запрещенность, святость этих 4 месяцев берегите, сказал имам Табари. Как Аллах сказал в Коране: хафизу аля салавати ва салати вуста, Аллах сказал в суре Бакаре, берегите молитву, Аллах сказал. Как 4 месяца берегите, Аллах говорит. Также Аллах говорит нам: берегите 5 намазов. Также особенно берегите вассалат аль-вуста, Аллах сказал. Молитесь в свое время, не опаздывайте. Молитесь 5 намазов в свое время. Джумуа в свое время приходите. Когда азан бывает, приходите. Не после азана, не после джумуа, а когда азан. Вот азан, ты должен присутствовать уже в мечети. Это называется присутствие на джумуа полным видом. А если хочешь пожертвовать одним яйцом, то час раньше, первый час приходишь. Если хочешь курица пожертвовать джумуа, 2 часа раньше приходи, читай Коран, работай над собой. И так дальше, не буду говорить о верблюде, 5 часов раньше приходите. И так дальше посланник, саллаллаху алейхи, научил нас через Коран и Сунну, чтобы мы берегли наши молитвы. А именно так же сказал Аллах в Коране: «Вассалату уста». Средний намаз берегите, аср намаз берегите, Аллах сказал в суре Бакаре. И что особое внимание Аллах делает намазом. Если у нас намаза не будет, тогда мы не будем мусульманами. Намаз не будет, это опора нашей религии, сказал посланник, саллаллаху алейхи, намаз. Буниял исламу аля хамсин, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Ислам построен на 5 столпах: шахада, намаз. 3, закат, пост, хадж. И когда ты убираешь столб, ты разрушаешь религию свою, ислам разрушаешь. Поэтому, дорогие верующие, Аллах сказал в суре Таубе 36 аяте: «Минха арбаатун хурум». Тем более намаз берегите 4 месяца запретные. «Залика динул кайим». Это является ценная религия. «Фала тазлиму фихинна анфусакум». Не вредите никому именно эти 4 месяца, сказал Аллах субхану ва тааля, ни себе, ни другим. И также запретность этого месяца. Мы сейчас находимся под тенью этого месяца Дуль-Ки'да. Почему его назвали Дуль-Ки'да мин ашхурил хурум бигайри хилаф, без разногласий между учеными? Он называется, тахрим сделали, почему? Потому что арабы понимали значение Дуль-Ки'да. Они садились у себя дома, оставались у себя дома и не делали людям зульма. Не воевали, не крали, харам, все оставляли мушрики. Мушрики. Но сегодня посмотри. Коран хафизы, может быть, некоторые, да? Коран хафизы крадут, может быть. Аль-Азар выходит и говорит такие-то вещи. Не удивляйтесь. Берегите свою религию. Религия наша чиста. Люди слабые, а религия у нас чиста. Аллах субхану ва тааля милостив, дорогие верующие. Итак, посланник, саллаллаху алейхи, дальше нам говорит, то есть Абдуллах бин Умар, извиняюсь. Абдуллах бин Умар говорит нам, что ашхур хаджи шавваль ва Дуль-Ки'да ва ашр зиль-хиджа. Кто лучше понимает религию, мы или сподвижники? Сподвижники. И они говорят, месяцы хаджи какие? Шавваль, Дуль-Ки'да и Дуль-Хиджа. 10 дней Дуль-Хиджа. То есть шавваль ты начинаешь, не хадж делаешь, Арафа не встаешь в шавваль. Дуль-Ки'да тоже не встаешь на Арафу. А начинаешь делать хадж, выходишь. Шавваль, Дуль-Ки'да, Дуль-Хиджа. Это понимание сподвижников. Ибн Аббас говорит, «Мина суннати алла юхрима бил хаджи илля фи ашхур хаджи». Сунна не выходить, кроме как месяца хаджа Шавваль, Дуль-Ки'да и Дуль-Хиджа.
Сунна выходить эти месяца в хадж, паломничество. Это Сахих Бухари приводится. Итак, мы сказали, что арабы что делали? Оставляли борьбу, сажались у себя дома, невежественные джахилитские арабы, лежли сайри или хаджи. Для того, чтобы сделать паломничество, многобожники так готовили, оставляли войну, делали паломничество, дорогие верующие. Итак, сунниятуль умра. Умра делать является сунна, дорогие верующие, именно когда? В месяц Дуль-Ки'ада. Итак, посланник, саллаллаху алейхи ва умира набию, саллаллаху алейхи арбаа, кунна фи шахри Дуль-Ки'ада. 4 умры посланник Аллаха, саллаллаху алейхи старался сделать Дуль-Ки'ада. И что говорит нам Анас, радиаллаху анху? И'тамар Расулуллахи, саллаллаху алейхи арбаа умри. 4 умры он старался сделать. Говорит нам Анас бин Малик. Куллухунна фи Дуль-Ки'ада. Все умры были, говорит посланника, саллаллаху алейхи Дуль-Ки'ада. Илля лати канат ма'a хаджати. Кроме умра, бывает хадж, называется хадж мутаматти. Хадж, тот, кто идет мутаматти, он делает умру, и потом йому тарми, 8-й день хаджа, освобождается от умры и делает уже хадж намерение дальше. Хорошо? Это мутаматти называется хадж. Иран называется, когда ты хадж и умру вместе делаешь. Это очень трудно. Это посланник, саллаллаху алейхи делал. Муфрид один, то есть хадж делаешь без умрата. Не мутаматти, а ты не киран, а чисто хадж делаешь. Это называется. И посланник, саллаллаху алейхи делал умру. Зуль-Ки'ада сказано в хадисе. Куллухунна фи Дуль-Ки'ада, илля канат ма хаджатихи, умрату мин Худайбия. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, помните, мы рассказывали в прошлой проповеди о Газват Худайбия и Сульх Худайбия. Коротко я рассказал вам. На самом-то деле хутба стала длинная, но его можно часами объяснять. Но я старался сократить вам быстро. Посланник, саллаллаху алейхи, сделал намерение умра. Увидел он сон, что он одевает ихрам. Аллах послал еще аят, 28 аят Сурат Аль-Фатхи. И сделал он ихрам, увидел сон, побрил он голову. И хотел посланник, саллаллаху алейхи, осуществить то, что видел. Потому что сон пророка является истиной. И он подумал, что это будет и открытие. И посланник сообщил, Абу-Бакру Умару сообщил, что будет открытие. Я видел сон. Сон пророка истина. И сказал Умар бин Хаттаб, когда сбился во время Сульха Худайбия, не понимал, почему примирение с многобожниками. И он сказал: разве мы не на истине, о посланник Аллаха? Разве не на лжи? И посланник Аллаха сказал во время этого перемирия: разве я говорил, что в этот год будет у нас умр? Не говорил посланник, саллаллаху алейхи. Терпение, братья, терпение учит посланник, саллаллаху алейхи, подвижников. И посланник оберегает их жажды мести. Хорошо, маша Аллах, хорошо. Но терпи, брат, в свое время ты это говоришь. Сейчас сульх. Итак, дальше, другие дни, посланник, когда делал Сульх Худайбия, он хотел сделать умру, вышел на умру, стал газават без оружия. Газават без оружия. Бай'ат Ридван стал также в этом случае, как раз Бай'ат Ридван, присяга Ридвана называется, по дереву. И в тот же момент они заключают Сульх Худайбия, они заключают в этот же момент, этот же месяц Зуль-Ки'ада, этот же месяц. Итак, дорогие верующие, посланник, саллаллаху алейхи, не смог сделать умру, вернулся. И другой умра мин аль-ами мукбили фи Дуль-Ки'ада. И также Дуль-Ки'ада сделал следующий год он умру. Умру мин аль-Джарана также он сделал. Хайсу касама ганаим Хунайн фи Дуль-Ки'ада. Во время Дуль-Ки'ада распределил он трофеи, баракаллаху фикум. Ва умрату ма хаджати. Также он сделал умру вместе с хаджем. Киран называется, это трудный хадж. Бухари, Муслим, хадисе. От Аиши приводится хадис посланника Аллаха, сказал, саллаллаху алейхи, хадисе Ибн Маджаха: «Лам я'тамир Расулуллахи, саллаллаху алейхи, илля фи Дуль-Ки'ада». Посланник Аллаха не делал умру, кроме как Дуль-Ки'ада. Итак, в другом хадисе посланник, саллаллаху алейхи, также нам сообщил, что нам сказал посланник, саллаллаху алейхи, хадисе Бухари и Муслима приводится. Бухари и Муслима приводится, что он сказал посланник, саллаллаху алейхи, месяц Рамадан делать умра, как будто ты делал хадж награду. Или в риваяте Муслиме сказано, в версии Муслима, если ты сделал умру месяц Рамадан, как будто ты со мной сделал умру, сказал посланник, саллаллаху алейхи. Итак, почему такой величественный месяц является этот месяц Зуль-Ки'ада? Иннаху 30 йома, аллади ва'ада Аллаху фи Муса.
Аллах Мусе обещал, Аллах Мусе, что Аллах обещал? وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً. Аллах обещал Мусе 30 ночей, сказал муфассир Муджахид, и также Муджахид сказал, доля Киада, это имеется в виду. 30 ночей Аллах обещал ему. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. И Аллах 30 ночей, еще 10 добавил туда из месяца Зуль-Хиджа. 10, 30 из Зуль-Киада и 10 Зуль-Хиджа стало 40. И то, что Аллах обещал пророке Мусе, алейхиссалям, «Хия лаяри шахри Зуль-Киада». 30 ночей, это имеется в виду то, что Аллах обещал в Коране, месяц Зуль-Киада, 30 ночей. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. عباد الله إنها أيام عزمها الله تعالى. Эти дни Дуль-Киада Аллах их возвеличил, дорогие верующие. فلا تغفلوا فيها عن لزوم طاعته. Не забывайте, не будьте беспечными в подчинении Аллаху Субхану ва Тааля в своей жизни. Ибн Кайм что говорит? «И'тимару фи ашхури хаджи». Хадж, то есть месяца хаджа делать умру. Что он сказал? Шаваль месяц имеется в виду. Зуль-Киада делать умру. Афдалу минху фи раджаб. Чем делать раджаб лучше, говорит он. И так дальше. Ва айдан факад иджтамаа. Ученые объединились, что умра Рамадан это лучшее время. Умра Рамадан. Также у Афдуль Бика это является самое лучшее место, чтобы поехать в Рамадан. ولكن الله لم يكن ليختار النبي صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولي الأوقات وأحقها بها. Посланнику саллаллаху алейхи Аллах избрал именно первый месяц Зуль-Киада. Аллах избрал для посланника Аллаха саллаллаху алейхи, чтобы он сделал умру. فكانت العمرة في أشهر الحج. Поэтому его умра была посланника саллаллаху алейхи месяц хаджа. Назиру вуку аль-хаджи фи ашхуриhi. И также месяц после месяца Зуль-Киада бывает у нас месяц хаджа сразу же. بارك الله فيكم. وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة. Эти месяца Аллах избрал поклонением, дорогие верующие. وجعلها وقتا لها. И Аллах сделал специальное время для этого. والعمرة حج أصغر. Само по себе паломничество является маленьким паломничеством, называется умра. Это маленькое паломничество. И самое и лучшее время, как мы сказали. بارك الله فيكم. Просим Аллаха Субхану ва Тааля даровать нашим братьям и сестрам в Газе умру и хадж после победы, иншаллах. Просим Аллаха Субхану ва Тааля даровать нашим братьям и сестрам в Сирии и также и в других местах, где бы не были мусульмане, в Украине и других местах, чтобы Аллах им даровал хаджа умрата. Иншаллах, Аллах даст победу притесненным народам и Аллах освободит от притеснения все народы. Аллахума амин, скажите. Аллахума амин. Аллахума رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا حجا وعمرة. اللهم ارزق لنا حجا وعمرة عاجلا وغير آجل. اللهم ارزقنا حجا وعمرة عاجلا وغير آجل. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا الجنة جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت أقم الصلاة.